Здравствуйте, дорогие одиннадцатиклассники! Дистанционное образование, видеоуроки. Еще одним слабым сектором страны, как показала практика, оказалась область образования. Взять даже столицу, в то время как в городе не хватает детских садов и школ, многие здания простаивают. Вопрос перепрофилирования помещений остается открытым. К примеру, вот это учреждение – Центр детского юношеского творчества Чуйского района. Здесь в 19 кружках обучаются свыше 700 детей. Причем нехватка мест – это далеко не главная проблема. На сегодняшний день основная проблема у нас помещение, да, в первую очередь. И второе, денежное, конечно, это денежное, так как это 1 100 000 основной бюджет у нас, 800 только выходит на зарплату учителей. И была бы, конечно, в поддержку для дальнейшего развития нашего центра. У нас в стране вот таких подобных внешкольных организаций 74. Мы пока охватываем около 360 000 детей, но это мы считаем мало. И вот на этот год мы поставили перед собой конкретную задачу на 30% увеличить количество детей. Главным образом, для чего такие центры? Это для того, чтобы общее развитие ребенка было успешным, начиная развитие от моторики и заканчивая очень серьезными такими навыками, как развитие памяти и вообще общее развитие для того, чтобы ребенок наш был успешен в школе. Теперь о неиспользуемых зданиях. Эльвира Сурабалдиева осмотрела ряд пустующих помещений Токмакского агропромышленного колледжа. Одно помещение учреждения планируется перепрофилировать под общежитие для выпускников интернатных учреждений, а второе отдать под детский образовательный центр. 30 лет ничего не делает. Зачем держать тогда такие? По всей стране вот таких помещений много. Кстати, в случае передачи зданий в местный муниципалитет средства на перепрофилирование здесь намерены найти сами. Мэрия города Токмак даже не раз обращалась в соответствующие ведомства, ведь в этом городе, как и в столице, острая нехватка образовательных учреждений. Мы неоднократно обращались в Министерство образования относительно передачи его с баланса на баланс, в баланс муниципалитета, для того, чтобы мы могли в него уже вкладывать средства, для того, чтобы восстановить их и использовать по целевому назначению в качестве общежитий для молодых специалистов, для молодых учителей и врачей. Кроме того, вот сзади здание стоит, это здание бывшей столовой агроколледжа. Мы тоже его готовы восстановить и передать его Центру детства, юношества и творчества. Почти такая же картина и в городе Кант. Зато мало-помалу местная власть делает шаги. Дело за малым. Теперь мэрия Канта просит правительство одобрить дела по передаче в муниципальную собственность. Данное помещение на сегодняшний день состоит на балансе у лесоохотничьего хозяйства Сокотинского района. Мы по инициативе районной администрации было принято решение городским киношем города Кант о принятии на баланс мэрии данное заведение, что в последующем открыть реабилитационный центр. Ну и немного о спорте. В Высокотинском районе функционирует детско-юношеская спортивная школа по игровым и зимним видам спорта. Функционирует, да только без каких бы то ни было условий. В школе учатся 752 детей, 24 тренера проводят трудовую деятельность по футболу, 14 тренеров, по волейболу 3 тренера и остальные по баскетболу. Вот. На протяжении многих лет, особенно в зимний период, испытываем большие неудобства в связи с тем, что нет отопления, зимой холодно. В завершении своей первой рабочей поездки в качестве вице-премьер-министра в Чуйскую область Эльвира Сурабалдиева встретилась с учителями школ. Встреча прошла в формате вопрос-ответ, на которой был обсужден комплекс актуальных вопросов. Айзада Урумбаева, Джантай Макьянов, Пирамида, Чуйская область.